Основная тема сегодняшней передачи – водоотведение с территории города Якутска. Ну, я совершенно понимаю, что тема совершенно невыигрышна, выглядит на фоне, скажем, каких-нибудь блокбастеров или прочих страшилок, которыми нас почуют обычно телевизионные каналы. Но поверьте на слово, очень многие люди страдают от отсутствия вот этого самого водоотведения. Их сотни семей, которые до сих пор, вот, несмотря на то, что уже как бы начинается зима, по-прежнему под полами своих квартир ощущают присутствие воды. Ну и надо сказать, что армия вот этих страдальцев, что ли, значительно возрастает, если иметь в виду тысячи и тысячи горожан, которые из-за тех же самых отсутствия, вернее, водоотведения не могут из своих жилищ выйти в обычной нормальной обуви, не иначе как в сапогах. Так вот, что делают власти в этом смысле с тем, чтобы облегчить нашу с вами участь? Об этом, собственно говоря, и пойдет речь, но произойдет это сразу после сообщения о наиболее заметных событиях дня. Здравствуйте. Начну с проблемы. Вчера жители Магана весь день просидели без электроэнергии. На место прибыла бригада энергетиков и обнаружила причину – вырезана часть линии электропередач. Но в этой темной новости есть и светлое пятно. Милиционеры на месте преступления обнаружили улики. Так что не исключено, что маганцы скоро узнают имена своих героев. Но, между прочим, в этой темной истории есть еще одно светлое пятно. Окна, я имею в виду, в домах жителей этого поселка. Ну, что-то мы сегодня все больше о телесном, а между прочим, о духовном тоже есть что рассказать. Сегодня в Якутске прошла научно-практическая конференция «Духовная безопасность в Дальневосточном регионе». Ну, вот даже из названия этой конференции видно, что она носит межрегиональный характер, так оно и было. В Якутск приехали представители разных дальневосточных регионов. Ну, а организована была эта конференция правительственным департаментом по федеративным отношениям и делам народов, а также Якутским епархиальным управлением. Нельзя не обратить внимание на то, что в последнее время православные стали все чаще объединяться с властями. Вот на этот раз для борьбы с деструктивными культами. И еще о духовном. Сегодня у второй по численности религиозной концессии страны у мусульман большой праздник. Последний день праздника Араза-Байрам. Этот праздник – разговение и окончание священного поста Рамадан. Во многих мусульманских странах этот день нерабочий. Ну а судя по количеству автомашин у мечети Якутска, многие наши мусульмане провели этот день не в мирских хлопотах. Тем временем власти светские также работают, не покладая рук. Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Давыденко после прилета в Якутск сразу встретился с президентом Штыровым. Завтра он намерен отбыть в Тикси для осмотра водного хозяйства морского порта. Напомню, что неделю назад Якутия и Москва развязали узел противоречий относительно имущества арктического морского пароходства, которое базируется в этом морском порту. Имущество было поделено пополам, и, кроме того, российская часть имущества была передана в руководство Якутии на срок 10 лет. Так что при наличии политической воли сторон можно весьма мирным способом решить различные противоречия. Вообще, надо сказать, что это интересная штука, политическая воля, я имею в виду. Но в данном случае наверняка большинство из нас, из якутян, интересует политическая воля президента Путина относительно того, кем же должен стать, кто, вернее, станет будущим президентом нашей республики. Вспомнил об этом не случайно. Сегодня еженедельник «Коммерсант» «Деньги» поместил сенсационную новость. По сведениям ее корреспондента, которая, правда, к сожалению, сопровождается оговоркой, что это всего лишь слухи, на должность главы республики нашей Кремль сейчас склоняется назначить Павла Бородина. Ну, как будут развиваться на самом деле события, мы узнаем с вами примерно через месяц. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней передачи. Напомню, что примерно месяц назад, депутат окружного совета Якутска Сергей Визер, выступая в нашей передаче, рассказывал о бедах своих избирателей, проживающих в 2, 3, 4, 17 кварталах Якутска. Беды все эти, главным образом тогда шла речь об этом, о том, что жители, их дома, вернее сказать, буквально утопают в воде. В вешних водах по весне, либо в дождевых летом, либо в грунтовых, которые тоже подступают и затапливают эти дома. Тогда речь шла об этих самых проблемах. И тогда же упоминалось, что городские власти, в общем-то, имеют некие программы по как раз отведению этих самых вод. Так вот, сегодня мы как раз поговорим на эту тему, и причем в таком приложении, что будет буквально в будущем году, что будет ждать наших горожан весной будущего года. Сейчас вот из тех самых упомянутых кварталов в район Хатынуряха тянется специальный
канал, который должен будет как раз и отводить эту воду в систему Хатынуряхских озер. Работа эта достаточно большая и трудоемкая, и сейчас, в общем-то, работы на этом канале в самом разгаре. В связи с этим, кстати сказать, в последнее время перекрыто и Хатынуряхское шоссе, которое, конечно же, причиняет достаточно много неудобств автолюбителям, но что делать? Для того, чтобы получить хорошее качество жизни в будущем, надо сегодня немножко потерпеть. Ускоренными темпами до наступления серьезных заморозков пробит участок Хатынуряхского шоссе и сбросной канал от Новообъездной. Вот это вот самая траншея, да? Совершенно верно, А да. почему она такая глубокая? Но все дело в том, что задача-то стоит очень серьезная. Существующая труба, которая сейчас переходит через Хатынуряхское шоссе, она проектным отметкам не отвечает. Мы должны практически на 2 метра понизиться глубже, для того, чтобы естественным стоком, без всяких перекачек, без лишних затрат уйти с улицы Якутской сбросом в Хатынуряхское озеро. Протяженность канала практически 2 километра, порядка 2 километра. А сколько прошли уже? Сделано километр 200 с квартала 2-4 и от улицы Строителей в сторону улицы Якутской. Все улицы 8 марта, Пекарского, Верхоянская, все улицы Якутской, все, которые сейчас, так сказать, очень интенсивно обводнены, особенно в август месяц, период ливневых дождей были, все они должны быть осушены. Это проектное решение, которое мы на следующий год должны реализовать. То есть, скажем, к осени будущего года там уже должно быть сухо, по идее. Ну, постараемся так, даже не к осени будущего года, а к серьезным ливневым дождям, которые были в текущем году, подготовиться, так сказать, во всеоружие его принять. Если в сравнении с Хатынуряхским шоссе водоотведение обеспечивает естественные уклоны, то по Вилюйскому тракту применяется несколько другой метод. Так как естественным уклоном водоток от улицы Чайковского до Хатынуряхского шоссе, до Хатынуряхских озер обеспечить невозможно, делается работа в 2 участка. Первый участок это от Республиканского ГАИ, до улицы Билибина с установкой перекачивающейся станции в районе перекрестки улицы Билибина и Вилюйского тракта. Ну, прямо здесь получается. Да, в этом месте непосредственно будет установлена емкость большого размера, примерно 100-кубовая емкость с мощным насосом для того, чтобы он обеспечивал водоотвод полностью со сбросом воды через улицу Билибина. Значит, улицу Билибина мы переходим напорным трубопроводом и начиная от перекрестка улицы Билибина до Хатынуряхского шоссе с обоих сторон сейчас работа ведется по устройству кюветов, естественных кюветов дорожных, совмещенных с дренажной трубой, для того, чтобы обеспечить естественным уклоном сброс воды с прилегающей территории. Хатынуряхские озера. Большое кольцо горканала, совершенно верно, которое мы должны задействовать. Александр Геннадьевич, вот это сооружение, оно в конечном счете осуществит, скажем так, какие примерно улицы, кто попадает в зону действия? Да, значит, в первую очередь работа эта ведется из-за чего, так сказать, цели какие поставлены? Ну, естественно, произвести водоотведение с Вилюйского тракта, так как он сейчас в неприглядном состоянии находится. И вторая задача, которая перед нами стоит, произвести осушение прилегающих кварталов, увязанных в границах улиц Билибина, Ильминская и улица Чайковского. То есть вот эти проблемные улицы, которые в этом году, так сказать, покоя никого не оставляют, улица Советская, Кочнева, Макаренко, вот эти вот наиболее проблемные улицы, водоотведение с них в первую очередь нужно будет производить. Вся эта система должна быть в единое, так сказать, задействована, начиная от вот этих проблемных улиц и заканчивая Хатынуряхским озером. По срокам это какие работы? Это опять-таки будущий год уже? Ну, работа, так сказать, будет вестись в 2 этапа. Сейчас задача, так сказать, максимальная стоит до Холотов сделать до улицы Билюбина, как я сказал, дорожные кюветы, на проектной отметке вывести водопропускные трубы на въездах, так сказать, уложить. Это порядка 30 переходов нам надо осуществить. И произвести переход через улицу Билибина с установкой напорной станции в районе перекрестка. Ну, вот мы сейчас здесь видим, что в районе перекрестка Билибина и Вилюйского тракта здесь пока никаких работ нет. А когда они появятся здесь, ваши работы? Да, в настоящее время, так сказать, мы планируем, проектное решение вырабатывается. Мы идем сейчас с конечных точек, так сказать, естественным уклоном дойдем до улицы Билибина, потом работа начнется на этом участке, на этом отрезке. Сейчас еще сложновато работу вести из-за того, что данная территория обводнена, а нам нужно проморозкой идти.
С прошлого года Департамент дорожного строительства реализует программу, которая была утверждена окружным советом депутатов, а как раз вот водоотведение, она рассчитана на 2005-2007 год. Но, однако, вскоре после того, как началась ее реализация, стало очевидно, что программа не решает большинства проблем, которые на самом деле стоят перед городом. Существующую программу, которая принята депутатами окружного совета в прошлом году, принято решение внести кое-какие корректировки. А именно, в программе не учитывалось большое кольцо горканала, к нему более серьезное сейчас отношение, потому что все озера, так сказать, интенсивно обводнены. И для того, чтобы замкнуть этот круг, то есть цепочка должна быть такая: от внутри квартальных улиц, от конкретных адресов, мы уходим на магистральные улицы и по этим магистралям расходимся на малое кольцо горканала и большое кольцо горканала. То есть система, она должна работать от самого начала, от начальной точки до конца, до городского канала. То есть речь тогда идет, по сути дела, о территории всего города, получается? Совершенно верно. То есть планируется так: начинать с проблемных, конечно, кварталов, адресов и в дальнейшем перейти, так сказать, на всю территорию города Якутска. А программа эта на какой период рассчитана? Она трехгодичная. Вообще существующая программа с 2005 года по 2008 год включительно. Так сказать, ну, в эти рамки будем придерживаться. Вообще она выполнима, насколько нет? Я в том числе и финансовую сторону имею в виду. Но она вполне реальна, тем более, что депутаты окружного совета, так сказать, выделили приоритеты особые для себя. А это именно водоотведение по городу Якутску и дорожное строительство, дорожная тематика. И еще вот вопрос, мы сейчас с вами стоим на Хатунуряхе, вот сюда как раз, как я понимаю, конечная точка сброса этих вод, да? Для дачников никаких проблем в связи с этим не возникнет потом? Да, есть особое трение, так сказать, с хозяином. Ну, пытаемся разрешить, так сказать, эти вопросы. В любом случае стоять на месте мы не можем, нам надо отрабатывать те решения, которые были приняты. Потому что реализация этих решений, она позволит, так сказать, квартала осушить. Поэтому, в частности, если частные вопросы какие-то возникают, ну, решаем, так сказать. Без этого невозможно. Движение все равно идет. Ну, давайте следом за Александром Шадриным, директором Департамента дорожного строительства Якутска, будем с таким же оптимизмом смотреть в наше будущее, в весну и лето будущего года. И на то, что канал, который сейчас готовится, который сейчас роется по разным направлениям и все в сторону Хатунуряхских озер, в конце концов действительно начнет работать. И вода из города наконец-то уйдет. На сегодня все. До свидания.